В республике будет достаточно кислорода для больных. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев на расширенном заседании профильной комиссии в Общественной палате региона. Кислород для больных ковидом в Коми начнут производить уже через месяц. Сейчас же республика вынуждена закупать жизненно необходимый газ из других регионов, где обустроить площадки для производства кислорода, расскажет Наталья Юрина. Борьба с пандемией – это первое, на что брошено усилие. Именно с этой фразы начинается заседание профильной комиссии в Общественной палате. За количеством свободных коек следят несколько раз в день. Как только запас фонда перешагивает отметку в 20%, разворачивают дополнительные места. Увеличили койки в КРБ на 50, сейчас там 850 коек коечного фонда. Заново пришлось открыть госпиталь ветеранов войн, понимая, что это больно и для категории ветеранов и других наших граждан, которые там обслуживаются. Это тяжело и больно, но приходится сейчас идти на эти меры, закрыть эту плановую помощь, в том числе неврологию переводить из госпиталя, переводим в Сыктывдин. Отслеживают ежедневно и запас кислорода. Наибольшим потребителем является Сыктывкар. Только в республиканской больнице в день потребляют 5-6 тонн. Газ закупают из других регионов. Чтобы не зависеть от поставщиков, на территории кардиологического центра вновь заработает кислородная станция. Запуск объекта намечен на конец ноября. Планируемая мощность – более тонны жидкого кислорода в сутки. В этом направлении работают и в Ухте. Заключен контракт для поставки кислородного промышленного концентратора мощностью 1000 литров кислорода в минуту для Ухтинской городской больницы. Теперь мы ждем поставку аппаратуры, которая ожидается где-то в середине декабря. И дальше бумажная работа лицензирования. До 1 марта, надеюсь, быстрее мы запустим эту кислородную установку. С Минпромторгом Коми есть предварительная договоренность о закупке 6 установок кислородного концентратора. Оборудование отправят в отдаленные районы Коми. Ведется работа и по лекарственному обеспечению. Среди новшеств необходимые препараты в больших объемах будут закупаться ведомством. Затем лекарства распределят по больницам. Там их после выписки будут выдавать пациентам бесплатно. Мы будем выдавать эти препараты сразу на пару месяцев, а может быть и на 3, сейчас в зависимости от финансирования, чтобы пациент принимал эти препараты, мы тут же снизим смертность. Потому что, допустим, по ковиду, как вы знаете, смертность от тромбоэмболических осложнений, она стоит на первых местах. Общественники, депутаты и врачи обсуждают подготовку кадров в отрасли, медицинский туризм, борьбу с онкологическими заболеваниями и создание тепловых карт. Не обходится и без проблемных вопросов. Строительство инфекционки остановилось из-за повышения цен на стройматериалы. На стадии проектирования в сметной документации нельзя было верно предусмотреть уровень роста цен на затраты. Подрядчик работал в минус. Мы написали со стороны Минздрава письмо в федеральный Минздрав с просьбой разъяснить, будет ли механизм дофинансирования с учетом повышения такого резкого цен, потому что катастрофически не хватает не только на этот объект, а еще на строительство других объектов, которые у нас запланированы. По этому году Усть-Цильма мы должны начинать строить корпус, в Визинге должны строить, в Каджирове должны строить, в следующий год то же самое. Поэтому написали. Минстрой со своей стороны, федеральный Минстрой написал. Как отмечает Игорь Дягилев, сейчас рассматривается правительством возможность строительства быстровозводимого ковидного стационара. Опыт других регионов, в которых такие учреждения работают, рассматривается. Наталья Юрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.